В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Ледокол пробивает путь. Перевозки по маршруту Жатай-Тихтюр сегодня начало Ленское речное пароходство. Особое внимание системе QR-кодов. Административная комиссия Хангаласского района проверяет учреждения. Знакомая синяя птица. Персональная выставка известной художницы открылась сегодня в Якутске. Глава Якутии потребовал соблюдения сроков реализации программы комплексного развития сельских территорий. В текущем году финансирование по данной программе превысило 2 миллиарда рублей. Ход реализации госпрограммы рассмотрен сегодня. 20 граждан, проживающих в сельской местности, получили выплаты на строительство или приобретение жилья. Полностью завершено строительство третьего пускового комплекса внутрипоселковых газовых сетей в селе Бютюйдях Мегенокангаласского улуса. В селах Агдары, Сунтарского района и Люксюгюн Кобяйского улуса введены локальные водопроводы. Программа также предусматривает строительство школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивно-оздоровительного комплекса и других объектов. Реализация госпрограммы направлена на повышение качества жизни в сельских территориях, поэтому необходимо строго следить за сроками ввода запланированных объектов, подчеркнул на совещании А.С.М. Николаев. В Ленском районе водители ездят в экстремальных условиях. По неокрепшему льду, буквально по воде, таксисты перевозят людей между поселениями. Выезжать на переправы между Ленском и Пеледуем запрещено с 11 октября. Зимник откроется в конце декабря. Авиасообщения нет, речные пути закрыты. Получается, единственный способ попасть из города в поселок и обратно на автомобиле. Людям приходится пользоваться услугами таксистов-нелегалов. Поездками пассажиры, мягко говоря, впечатлены, снимают видео из салона автомобилей. На кадрах видно, льда на реке практически нигде нет. Местами он только начинает схватываться. Такой способ передвижения однозначно небезопасен. Особое внимание это водителям автотранспортных средств, в особенности водителям такси, которые у нас курсируют по направлению Ленск-Пеледуй-Витим. Водоемы еще не замерзшие, стоит проявлять особую бдительность. Между тем, перевозки по маршруту Жатай-Тихтюр сегодня начало Ленское речное пароходство. Рейсы осуществляют при сопровождении ледокола. Подробности в материале Власия Сергеева. Перевозки по маршруту Жатай-Тихтюр выполняет буксир механик Курчатов с баржей Жатай-1. В целях обеспечения безопасного и беспрепятственного движения каждый рейс выполняется при сопровождении ледокола «Капитан Бородкин». Всякое может быть, да, ледовая обстановка, одним словом, да, форс-мажорные обстоятельства. Вот. Всякое может быть. И техника может поломаться. Все это, конечно, замедляет, чем работать-то летом. Состав готов курсировать круглосуточно. Это возможно благодаря вахтовому методу работы экипажа. Так, на механике Курчатове посменно работу ведут 11 человек. Сам теплоход перед выходом на рейсы прошел комиссию без каких-либо замечаний. Той зимой подготовили его, да, все отремонтировали полностью, капитальный ремонт всему провели. Все готовы, снабжение, все на бортах. Портконтролю предъявились вчера без замечаний. Готовы к работе. В первый день перевозок работа идет без конкретного графика. Состав отправляется в путь по факту заполнения баржи. В итоге первый рейс был осуществлен только во второй половине дня. Ну, у нас круглосуточные перевозки. Как по накоплению, да, отходили, подходили. Когда мало народу, да, у нас такого жесткого графика нету. Стараемся, конечно, полные паромы, чтобы загруженные были. Ну, хотя бы 80%, не менее. Перевозки по маршруту Жатай-Тихтюр будут осуществляться до тех пор, пока на реке будут наблюдаться допустимые для этого климатические условия. Власий Сергеев, Артем Алексеев, Якутск. Возможность принять участие во всероссийской переписи населения на портале госуслуг продлили до 14 ноября. Более 63% россиян приняли участие в переписи. Это около 90 миллионов человек, сообщили в Росстате. Изначально онлайн-перепись на госуслугах планировали завершить 8 ноября, а до 14 переписывать население только с помощью переписчиков. В Росстате сообщили, что предложение о продлении онлайн-переписи до 14 ноября было озвучено и поддержано на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова.
На прежнем уровне остается уровень заболеваемости коронавирусом. В Якутии за последние сутки 292 человека заразились ковидом, из них в Якутске 145, сообщает Оперштаб. 15 случаев заболевания выявили в Мирнинском районе, 14 в Алданском, 10 в Хангаласском, 9 случаев в Мегино-Кангаласском районе. В Жиганском, Дерюнгринском, Алекминском, Оленёкском районах по 7 заболевших, еще в 14 районах от 2 до 6 заражений ковид. На брифинге по эпидобстановке вице-премьер Ольга Балабкина подчеркнула, что наибольшее количество случаев заболевания в республике фиксируют из-за семейных очагов. Кроме того, напомнила о необходимости получения QR-кода. В республике идет полным ходом вакцинация, и за эту неделю мы смогли увеличить темпы вакцинирования. Я думаю, что сегодня к нашим жителям, как к людям, которые являются людьми, которые хотят заботиться о своем здоровье, приходит осознание того, что вакцина является непосредственно единственным способом для того, чтобы защититься от новой коронавирусной инфекции. И, соответственно, понимание того, что именно способы, которые сегодня выбраны в виде так называемых выходных дней, а также последующие QR-коды, они, по сути дела, приближают нас, естественно, как к коллективному иммунитету, так и к возможности противостоять вирусу и встретить Новый год в кругу своей семьи. В течение нерабочей недели административная комиссия Хангаласского района проверяет учреждения. Помимо дистанцирования, наличия дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, особое внимание уделяют соблюдению системы QR-кодов. Подробности у Виолетты Засимовой. Вместе с административной комиссией в рейдах участвуют сотрудники районной администрации, полиции и Роспотребнадзора. Проверки проходят в торговых центрах, объектах общепита и учреждениях культуры, работающих в эти дни, но с ограничениями. Профилактические проверки должны быть усилены. В эти дни каждый день ежедневно будем выходить. И у нас сводные группы. Есть параллельно, мы будем охватывать поселение и город Покровск, Максоголох. С 1 ноября QR-коды начали требовать при входе в кафе, рестораны, столовые и банкетные залы. Так, проверяющие заглянули в дневное кафе в одном из торговых центров Покровска. Здесь владелица кафе Елена Харитонова лично проверяет QR-коды при входе. Правда, посетителей в эти дни ожидаемо мало. Елена надеется, что в дальнейшем клиентопоток восстановится за счет вакцинированных граждан. Не работают многие организации, и поэтому мы вынуждены пока работать в сокращенном штате. Но я считаю, что эта неделя еще позволит многим сделать вакцинацию, и уже предпринимателям будет легче работать. К слову, в Хангаласской центральной районной больнице отмечают, что с вводом QR-кодов темпы вакцинации увеличились. У нас в последнюю неделю был очень большой приток желающих вакцинироваться, да. Во всех населенных пунктах отмечаем прибавление. Рейды по соблюдению противоковидных мер продолжатся. Напомним, при несоблюдении санитарных правил или игнорировании системы QR-кодов заведениям грозит штраф или приостановка деятельности. Также к административной и даже уголовной ответственности могут быть привлечены граждане за использование чужого QR-кода, а также его подделку. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский УВУЗ. Ленский храм открыт в нерабочие дни. Целовать иконы верующим не разрешат, но вот поприсутствовать на службе с маской и соблюдая дистанцию можно. В условиях ограничений прихожане отмечают юбилейный год. Храму Иннокентия Московского исполнилось 20 лет. Как строили святыню, где ленчане молились до ее появления. Об этом в сюжете наших коллег. В 2001 году наводнение практически полностью разрушило Ленск, но по стечению обстоятельств бедствие обошло стороной стройку на берегу Лены. С 1998 года у реки возводили церковь. Православные ждали этого с нетерпением. До того, как храм у нас построили, у нас люди собирались в приспособленном помещении. На улице Ленина здесь было старое здание киносети. Там оборудовали что-то похожее на храм. А там люди собирались и молились. Первая община создавалась там.
Возведением церкви тогда занимались работники компании «Алроса» Айхальского ГОКа. Помогали работникам и священнослужители, и местные жители. Осенью 2001-го храм сдали. Его освящали первые лица республики и епархии. Храм наш наполнился еще дополнительно таким количеством святынь, каким, я думаю, похвастать не может, наверное, даже храмы в Центральной России, вообще в областных центрах. Потому что вот у нас есть ряд икон с частичками мощей тех святых, привезенных буквально вот с разных концов вообще нашей земли. Это мощи святых Петра и Февронии, иконы Александра Невского и Иннокентия Иркутского и десятки других, которые бережно хранятся в алтаре. Здесь у нас иконы двух святых личностей, которые знакомы любому человеку, даже далекому от церковной жизни. Но не только святынями интересен Ленский храм. Здесь же в 2008 году открылся Центр православной культуры. А началось все с воскресной школы. Воскресная школа начала свою работу с 1996 года. Тогда воскресная школа располагалась в бывшем здании киносети, где была временно церковь. Дети с родителями приходили на занятия, изучали закон Божий и основы православной культуры. Сейчас в центре развивается 5 направлений. Театральная студия «Воскресенье», теневой театр «Астери», кружки, добрые руки и звонарики. За 20 лет храм практически не изменился внешне, но внутренне он наполнился иконами и новыми реликвиями. А в будущем настоятель и служители планируют обустроить территории храма. Дарья Боискорова, Валентина Фирстова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Персональная выставка известной художницы Туяры Шапошниковой открылась сегодня в творческом пространстве «Космос» современного центра имени Юрия Гагарина. Представлены 34 произведения. Название выставки «Знакомая синяя птица». Через свои работы художница транслирует чувства и художественные образы, предлагает осознать посетителям мгновение радости и ощущение счастья, поиск гармонии в новых реалиях. Все картины написаны в основном в направлении художественная графика и немного живописи. Также Туяра Шапошникова расписала стену галереи, запечатлев тем самым арт-объект. Посетители смогут внести свое видение, создавая геометрические фигуры. Теперь жизнь, слава богу, стала для меня очень таким острым моментом, да, что я могу воспринимать ее как есть. Хотя раньше мы об этом не думали. Мы хотели ехать куда-то далеко, да, там, за этим счастьем, там, испытывать какие-то радостные ощущения. У нас было такое понятие отложенной жизни. Да, мы всю зиму могли работать, там, не покладая рук, там, мерзнуть, да, там, как бы так, сжаловаться на холодную зиму, а потом летом радостно ехать там за 3-9 земель, чтобы испытать вот это счастье. И это неправильно. И сейчас жизнь нас очень четко поставила нас на свои места и сказала: ребята, действительно счастье в твоей семье, счастье в твоем окружении, в твоей природе, в твоей родине. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.